Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Министерство финансов России начало процедуру общественного обсуждения законопроекта о включении неналоговых платежей в налоговый кодекс. Основным новшеством финальной версии законопроекта стало предлагаемое включение в налоги и сборы платы с грузовиков массой свыше 12 тонн, это система Платон, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, курортного и гостиничного сбора. Кроме того, в налоговый кодекс предлагается включить утилизационный сбор и экологический налог. Сейчас это плата за негативное воздействие на окружающую среду. Включение этих неналоговых платежей в федеральные, в случае с гостиничным сбором местные налоги и сборы, будет означать в частности распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере. Введение в России предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажи могут привести к их подорожанию на 20%, рассчитали в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышение цены в Минэкономразвития. Законопроект о введении социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг с целью обеспечения безопасности жизни, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий. В ассоциации отметили, что сама процедура обойдется недорого, от 5 до 15 тысяч рублей. Однако значительные расходы повлекут сроки ее проведения – 2-3 месяца, так как на этот период товар необходимо хранить на складе. В родительском же сообществе считают, что слухи о подорожании – это лишь спекуляция со стороны представителей рынка и настаивают на изъятии из продажи опасных для детской психики игрушек. Мамонтовый центр будет создан на базе корпорации развития Якутии для координации добычи, переработки и экспорта коллекционных бивней мамонта. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов. В настоящее время власти Якутии добиваются поправок в федеральный закон о недрах, чтобы внести понятие бивня как объекта коммерческого оборота. Это позволит создать экономические и правовые механизмы регулирования отрасли, считают власти региона. По оценкам экспертов, большая часть добытых в Якутии бивней направляется в Китай. Доходы в этой сфере оцениваются от 2 до 4 миллиардов рублей. Ранее планировалось, что власти региона откроют центр коллективного пользования для косторезов на территории опережающего развития Кангалассы, а также создадут электронную аукционную площадку для продажи коллекционных бивней мамонта. Минэкономразвития подготовила дорожную карту с стратегией развития туристической отрасли в России на ближайшие 6 лет. Финансирование до 2024 года может быть оценено в сумму до 100 миллиардов рублей. Эти средства из уже одобренных программ, а также за счет дополнительных источников. Вклад туризма в мировой ВВП составляет 11%, тогда как в России это лишь 5%. Но туризм может стать одним из самых быстрорастущих направлений, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в 70 миллиардов долларов. Из них около 12 миллиардов приходится на иностранцев. Задача министерства – удвоить поступление от зарубежных гостей и привлечь российских туристов, отметил Орешкин. Тем временем озвучена ближайшая цель развития туризма в республике Саха-Якутия на ближайшие 5 лет – обеспечить увеличение туристского потока более чем в 12 раз, до 250 тысяч человек к 2025 году. Концепция развития туризма в республике Саха-Якутия была представлена во время выездного совещания главы Якутии Айсена Николаева в Оймяконском районе. Сосредоточиться предполагается на 3 основных направлениях – это холод, культура и природные достопримечательности. Глава отметил, что хотя туризм всегда будет занимать в валовом республиканском продукте меньшую долю, чем горнодобывающая промышленность, развитие этой отрасли очень важно с точки зрения занятости населения. Туризм – это не только гостиничный бизнес и экскурсии, но и транспортные перевозки, и питание, и производство сувениров, а также строительство туробъектов. Поэтому план развития туризма с участием государства должен создаваться с опорой на местный бизнес, подчеркнул Айсен Николаев. Согласно концепции, представленной министром предпринимательства, торговли и туризма Ириной Высоких, полюс холода Оймякон выбран опорной точкой развития туризма в восточной зоне республики. В центральной Якутии такой точкой является Якутск. На западе республики центром туризма должен стать Мирный. В южной Якутии – Нерюнгри, в арктической зоне – Тикси. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.